Добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. И сегодня мы говорим об участии Казахстана во всемирной кампании «Глобальная солидарность. Общая ответственность», посвященной Международному дню борьбы со СПИД. Позвольте представить спикеров. Директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бауыржан Байсеркин. Исполняющий обязанности директора офиса ЮНЕЙДС в Центральной Азии Габриэла Ионашко, директор департамента профилактики инфекционных заболеваний НЦОС Министерства здравоохранения Республики Казахстан Жумабек Бекенов, а также президент Центральноазиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ Нурали Аманжолов. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Бауыржан Сатшанлы, алғаш сөз сіздің өзіңізге. Микрофоныңызды қоссаңыз. Қайырлы күн. Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом. И каждый год он всегда характеризуется определенным направлением, определенным акцентом на те или иные вызовы времени. В этом году всемирная кампания, посвященная этому дню, была инициирована ЮНЕЙДС с призывом «Глобальная солидарность, общая ответственность». Как вы знаете, пандемия ковид во всем мире продемонстрировала, что здоровье тесно связано с другими важными проблемами. И именно в этот период глобальная солидарность и общая ответственность за те проблемы, которые возникли в период пандемии, они были очень важны. И в первую очередь, конечно, она коснулась практически всех направлений здравоохранения. И в этом плане Всемирный день борьбы со СПИДом, он как никогда показал актуальность этой глобальной солидарности и общей ответственности, которые требуют от нас нового взгляда на глобальные ответы в области здравоохранения. Ввиду того, что пандемия наложила определенные ограничения на проведение массовых мероприятий, а, как правило, Международный день борьбы со СПИДом, он всегда сопровождался массовыми мероприятиями, связанными с активным тестированием на ВИЧ-инфекцию, санитарно-просветительной работой, как мы в прошлые годы делали, собирались очень большие коллективы, где проводились научно-познавательные и информационно-разъяснительные мероприятия касательно профилактики, диагностики и ВИЧ-инфекции. В этом году формат большинства этих мероприятий проводился онлайн. В этой работе очень серьезную помощь внесли, конечно, неправительственные организации. Хотел бы отметить очень серьезную работу в данном вопросе Казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ, которые непосредственно контактировали с членами сообщества для того, чтобы не прерывать процессы лечения, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции. Конечно, эта проблема, она коснулась и непосредственно не только сообществ, но и медицинских организаций. И в этом плане Глобальный фонд по борьбе со СПИДом тоже внес определенную лепту в рамках обеспечения медицинских работников соответствующими изделиями по индивидуальной защите от коронавирусной инфекции. Это маски, халаты, различные дезинфицирующие средства, они также были предоставлены. Такую же работу нам оказал и ЮНЕЙДС, и в этом плане во всех регионах мы активно проводили мероприятия по онлайн-консультации, проводились различные конкурсы тоже на онлайн-платформе, проводились различные консультации как для пациентов, так и для медицинских работников по отдельным, скажем, клиническим или же профилактическим и диагностическим вопросам. Охват по данному направлению мы постарались не снизить, и
Я в дальнейшем могу показать по цифрам, в каком плане мы смогли отстоять те позиции, которые были нами достигнуты на доэпидемическом периоде. Но я хотел бы остановиться на Международном дне по борьбе со СПИДом. Это 1 декабря, традиционная дата, когда все медицинские международные организации, отдельные ведомства, которые работают в этом направлении, стараются привлечь внимание к тем вопросам, которые на сегодняшний день сопровождают дальнейшее развитие ВИЧ-инфекции. И в этом плане по всему миру данная дата сопровождается мероприятиями, которые направлены на информационно-разъяснительную работу по тем проблемам, которые сегодня существуют. И в первую очередь это, конечно, вопросы, связанные со стигмой и стигматизацией общества в отношении именно ВИЧ-инфицированных. Я хотел бы сказать, что за последние 15 лет Казахстан добился определенных успехов. Мы реализовали практически все профилактические мероприятия, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения, но, как мы понимаем, что те достигнутые меры, они еще недостаточны, и в этом плане 1 декабря – это день, когда мы можем рассказать и показать о тех позитивных и тех сложных вопросах, которые сегодня еще имеются по вопросам профилактики и диагностики ВИЧ. Но самое главное, что вопросы общей солидарности, искоренения стигмы в отношении ВИЧ-инфицированных должно сопровождаться повсеместно, и это наша общая проблема, которую мы должны преодолеть и решить. Только преодоление вот этих вопросов, оно позволит нам достигнуть того момента, когда мы практически перестанем регистрировать новые случаи ВИЧ-инфекции на территории Республики Казахстан. Спасибо. Спасибо за информацию, Бауыржан Сачанович. Следующее слово хочу предоставить исполняющему обязанности директора офиса ЮНЕЙДС в Центральной Азии Габриэле Ионашко. Уважаемая Габриэла, добрый день. Вы на связи? Да, на связи, да. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Я хотела, во-первых, сказать о том, что Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, памятная дата, становится основой для всевозможных акций по всему земному шару, включая Казахстан. В самом начале развития эпидемии ВИЧ и СПИД унес немало жизней. В этом СПИД, наверное, чем-то похож на коронавирус. О нем мало знали, лечения пока не было. И это породило множество слухов, а также это породило много стигмы и дискриминации. Можно только представить себе, какое распространение получило заболевание, если всего через 5 лет после открытия вируса в 1988 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Целью Всемирного дня, который ежегодно отмечается 1 декабря, является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ и СПИД и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. В 2020 году внимание всего мира было приковано к пандемии коронавируса и ее влиянию на жизнь и благополучие людей. Эта пандемия еще раз показала нам, насколько тесно вопрос здоровья и здравоохранения связан с другими важными вопросами, такими как борьба с неравенством, права человека, гендерное равенство, социальная защита и экономический рост. Именно поэтому основой темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году стала международная солидарность и общая ответственность. Сейчас медицина зашла далеко вперед. Человек с ВИЧ-положительным статусом может получить своевременное лечение, благодаря которому может прожить нормальную жизнь. И это лечение есть и в Казахстане. Такие революционные новые подходы, как препараты для профилактики ВИЧ, доконтактная профилактика, интеграция услуг контрацепции с тестированием на ВИЧ, подавление вирусной нагрузки до неопределенного уровня и в результате не передача ВИЧ другому человеку, снижение вреда и комплексное половое просвещение дают людям возможность защитить себя от инфицирования ВИЧ, а людям, живущим с ВИЧ, возможность полноценной жизни.
опыт других стран очень наглядно показывает, что в тех регионах, где люди и сообщества, живущие с ВИЧ и затронутые им, включены в процесс принятия решений и предоставления услуг в связи с ВИЧ, количество новых случаев передачи вируса уменьшается, и большее число людей, живущих с ВИЧ, получают доступ к лечению. Право на знание позволяет людям защищаться от ВИЧ, а тем, кто уже инфицирован вирусом, сохранить свое здоровье. Однако люди слишком поздно узнают о своем статусе, порой через несколько лет после инфицирования, что ведет к задержке с началом лечения и способствует дальнейшей передаче вируса. Соблюдение эффективной схемы лечения способствует подавленной вирусной нагрузке до неопределяемого уровня, сохранению здоровья людей и предотвращению передачи вируса. Знание этих фактов дает ВИЧ-положительным людям возможность жить нормальной жизнью, быть уверенными в том, что они защищают своих близких и противостоять стигме дискриминации. Казахстан – одна из редких стран в регионе ВЕЦа, которая следует последним рекомендациям ВОЗ в плане лечения и медицинского сопровождения пациентов с ВИЧ. Страна закупает все необходимые препараты и тесты за счет государственных средств. Тестирование на ВИЧ при МПО сегодня в Казахстане помогает множеству людей конфиденциально узнавать свой ВИЧ-статус, разрушая барьеры стигмы и дискриминации и ускоряя обращение за лечением. И эта практика, которая начала применяться в Казахстане в качестве пилотного проекта и дает не очень хорошие результаты. Следует отметить, что в Казахстане предпринимаются серьезные шаги по профилактике ВИЧ и работе среди основных ключевых групп населения. Таким образом, Казахстан сумел добиться снижения распространения ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, с 8,5% в 2016 году до 7,9% в 2018 году. Казахстан добился очень хороших результатов и зарегистрировал снижение распространенности ВИЧ среди беременных женщин с 2,7% в 2017 году до 1,4% в 2017. А в 2018 году страна подала запрос в ВОЗ на сертификацию ликвидации передачи ВИЧ от матери к ребенку. Около 13% населения в Казахстане в целом ежегодно проходит тестирование на ВИЧ. Но никакие проекты и никакие услуги не помогут ни одной стране, если население страны не будет брать на себя ответственность за собственное здоровье и сексуальное поведение. Поэтому я призываю всех и каждого: берегите себя и своих близких, читайте больше о ВИЧ, используйте средства защиты и профилактики, которые помогут вам не инфицироваться ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Будьте здоровы! Спасибо, Габриэла, за ваши рекомендации. Келесі сөз тізгіні Жұмабек Елтекұлы, өзіңізде. Мархабат. Құрметті көрермендер, дүние жүзінде білесіздер, бірінші желтоқсан дүниежүзілік СПИД болмаса жеті аурумен күрес күні деп жылда аталып өтеді. Енді биылғы осы күннің де негізгі тақырыбы мынау жаһандық ынтымақтастық, ортақ жауапкершілік деген тақырыпта жүріп жатыр. Осыған біздің елімізде, Қазақстанда осы науқанға белсене араласып, осы аурудың алдын алу жұмыстарында көрсеткіштерге жақсы жетіп жатыр. Оның бір көрсеткіші есебінде мынау дүние жүзінде қазір болып жатқан COVID-19 пандемиясынан осы жақсы көрсеткіш есебінде көруге болады. Осы аурудың мына адамдардың жалпы құқықтарының сақталуы, адамдардың әлеуметтік қолдауы, немесе экономикалық өсімнің болуы елдегі, осының бәрі адам денсаулығын сақтаудағы негізгі көрсеткіштерге әсер етеді. Мына жаһандық ынтымақтастық, ортақ жауапкершілік дегенге жалпы медицина саласының қатысын айтатын болсақ, бұл әрине ең бірінші кезекте осы жетіс немесе СПИД ауруымен ауырған адамдардың белсенділігін арттыру, олардың құқықтарын қорғау, оларды кемсітушілікке жол бермеу, және оларды ақпаратпенен, қызметпенен толық қамтамасыз етуге біз жұмыс істеуіміз керек. Осы бағытта енді біз өзіміздің көзіміз жеткендей, мына күнделікті өмірде біз түпкілікті жақсы нәтижеге жетуіміз үшін барлық адамдарды қамтамасыз етуіміз керек, қамтылуымыз керек. Өйткені бірде-бір барлық адамдар түгел қамтылмайынша
біз басы байлы жетістікке жете алмаймыз. Оның жақсы көрсеткіші мына елімізде жүріп жатқан қазіргі ковид пандемиясы. Өйткені бірде-бір ел өз алдына жеке бұл ауруды жеңіп немесе тоқтатып қою мүмкіндігі болмайды. Өйткені бәрі де бір-бірімен байланысты. Сондықтан да біздің алдағы жұмысымыз барлық дүниежүзінде осы аурудың алдын алу жұмыстары, осы ауырған адамдармен жұмыстар жүргізу, барлығы да ортақ және бір жүйеде жүру керек. Оның барлығы адамдардың құқықтарын сақтауға, олардың өмірге араласуына толық мүмкіндік беруге және медициналық толық жәрдеммен толық қамтамасыз етуде осы көрсеткіштердің жылма-жыл жақсаруына қызмет ете беруіміз керек. Енді жалпы осы аурулардың азайту немесе осы аурулармен ауырған адамдарды қолдау мақсатында істеліп жатқан жұмыстарды жаңа мен алдымдағы баяндамашы айтып кетті, оған тоқталайын деп жатқан жоқпын. Жалпы бұл аурудың білесіздер, емі жоқ, сондықтан бұның аурудың алдын алу жұмыстары бірінші кезекте тұр. Осы уақытта біздің медицина қызметкерлері, медицина саласы жылма-жыл өзінің халыққа қызмет көрсету сапаларын арттырып, осы адамдардың кесірінен болатын, олардың жаңағы жұмысына дейін жауаптылықтың төмендігінен болатын мүмкіндіктердің бәрін барынша азайтып, болдырмаудың жолында қазір жұмыс жасалып жатыр. Рахмет, берген ақпаратыңызға. Уважаемый Нурали, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей ассоциации. Спасибо большое. Ну, об ассоциации немножко позже, да, я просто хотел сказать, что вот, как говорилось, 1 декабря это такой информационный день, который говорит всем людям о путях передачи. К большому сожалению, это происходит 2 раза в год, 1 декабря и происходит на День памяти, да, это 3 воскресенье мая, День памяти умерших от СПИДа. Хотя, на мой взгляд, об этом надо говорить намного чаще и с большим окружением как бы людей. В общую популяцию надо запускать, потому как мы понимаем, что уже идет у нас больше половой путь передачи, и как бы ВИЧ уходит из ключевых групп риска. На самом деле надо понимать, что групп риска нет, есть просто рискованное поведение. Мне нравится вот этот девиз «Глобальная солидарность, общая ответственность», потому как эту пандемию, ну, на самом деле, если все приложим усилия, мы ее остановим, да? Если каждый здоровый человек просто не позволит себе заразиться, ну, то есть при этом безопасный секс, безопасные там инъекции и все такое, человек, который уже будучи ВИЧ-инфицированным, например, принимает терапию, останавливает эту болезнь на себе. Вот. Об ассоциации, что хочется сказать. Мы объединяем людей, живущих с ВИЧ. Я сам живу с ВИЧ уже 22 года. Так долго, оказывается, в свое время я думал, что там минимум 5 лет. По-моему, даже была брошюра тогда, там писалось, что 5 лет прожиточный как бы максимум у ВИЧ-позитивного человека. Это такая информация у нас была вот как раз 88-89 года. Вот. Наша миссия – это улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. Мы работаем с ключевыми группами населения, реализуем профилактические программы, да, среди них. Вот, оказываем психологическую поддержку вновь выявленным людям, мотивировать их началу лечения. В 2015-2016 годах мы проводили исследование «Индекс стигмы», да, и это исследование показало, что в большинстве своем ВИЧ-позитивный человек сталкивается с этим в медучреждениях. Мы не будем брать службу СПИДа, берем там поликлиники, любые медучреждения непрофильные, и самостигма, да, то есть человек, который заразился, есть такое непринятие статуса, да, то есть этого не может быть со мной, или там уже все, я конченый человек, и во все тяжкие, да, уносится. То есть мы вот делаем таким образом, чтобы этого не происходило.
оказываем психологическую поддержку, консультации равны равному. Когда вот была пандемия ковида, была чрезвычайная ситуация, хочу поблагодарить всех международных доноров, которые сохранили заработные платы для всех сотрудников проектов, что в свою очередь, как мне кажется, снизило нагрузку на республиканский бюджет, то есть меньше людей обращались за этими пособиями. Те, кто остались там без зарплат, помогали им получать пособия. Также мы вот у фонда Сорос брали средства, организовывали продуктовые пакеты вот в Караганде, Петропавловске, Талдыкургане, в Нур-Султане, в Шымкенте мы раздавали. В Алмате мы тоже раздавали, это нам компания Янсен помогла, тоже давала деньги, мы покупали в Магнуме вот эти продуктовые пакеты, ну, карточки на 10, на 5 тысяч, и людям раздавали, нуждающимся. Вот такая, как бы, есть еще такая основная активность, это адвокация, как бы мы, в свою очередь, пытаемся и снизить цены на препараты, да, которые мы принимаем, также и улучшать протоколы лечения, чтобы оно было своевременным и современным. Вот. Ну, как-то так. Будут вопросы, я готов ответить. Да, спасибо за информацию. Мы переходим к сессии вопрос-ответ. К нам поступили несколько вопросов от представителей средств массовой информации. Позвольте их озвучить. Первые 3 вопроса с телеканала Хабар-24 Бахыткуль Акасова направила. Сколько пациентов с ВИЧ болеют коронавирусом в Казахстане? Есть ли статистика? Да, коронавирус действительно затронул и пациентов, инфицированных ВИЧ. За период текущего года ВИЧ-инфицированные из числа переболевших, они составляют 55 человек, которые переболели коронавирусом из тех лиц, которые состоят на диспансерном учете. То есть есть такое предположение, что эти лица находятся на антиретровирусной терапии, которая тоже каким-то образом сдерживает развитие вируса. Затем там тоже есть и процессы, которые связаны с особенностями ключевых групп, которые действительно держатся обособленно, то есть у них минимизирован контакт. И вот в этом плане за текущий период самой пандемии у нас всего порядка 55 ВИЧ-инфицированных, которые переболели коронавирус, подтвержденный ПЦР-анализом. Предоставляются ли индивидуальный протокол лечения для ВИЧ-инфицированных? В текущем году мы обновили 2 клинических протокола для ВИЧ-инфицированных. Это клинический протокол для взрослого населения и клинический протокол для детей. Туда мы включили все последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению ВИЧ-инфекции. Вопросы также касались диагностики и новшества вот этих клинических протоколов. Оно подразумевает и сопровождение сопутствующих заболеваний. Как правило, лица, которые находятся на АРТ-терапии, у них и в возрастном аспекте, и ввиду длительного приема препаратов тоже отмечаются сопутствующие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, есть сопутствуют депрессивные состояния, и вот эти вот все моменты предусмотрены. Касательно коронавируса, то здесь никаких особенностей для ВИЧ-инфицированных не предусмотрены, они также лечатся на общих основаниях, и поэтому клинические протоколы, какие-то особенности для лечения ВИЧ-инфицированных от коронавируса, они не предусматривают. Бауыржан Сатжанович, скажите, пожалуйста, не было ли сбоев с доставкой препаратов для поддержания ВИЧ-инфицированных? В начале пандемии, когда пошел очень резкий подъем коронавирусной инфекции с введением чрезвычайного положения по данному заболеванию, мы приняли экстренные меры касательно обеспечения ВИЧ-инфицированных препаратами. И в этом плане мы постарались обеспечить
наших пациентов 6-месячным запасом препаратов, чтобы они меньше общались и меньше контактировали с инфицированными пациентами. Также все консультации врачебного персонала с пациентами, они происходили онлайн. Была организована горячая линия и горячая линия при поддержке Казахстанского союза лиц, живущих ВИЧ. Все проблемы, которые связаны были с недостатками препаратов, при перебоями или же у пациента были какие-то вопросы, мы решали онлайн и решили даже вопросы, которые связаны с, например, вот Алматы-Алматинской области. Если сам пациент живет в Алматинской области, мы на пункт пропуска подвозили эти препараты, и пациенты с этого пункта пропуска забирали препараты. Спасибо за ответ. Татьяна Казанцева пишет, что помнит, когда СПИД был для всего мира новой патологией, медицинские работники запрещали контактировать с зараженными и прикасаться к ним. Потом выяснилось, что эти люди могут жить в социуме. Это не опасно, и есть ли вероятность того, что то же самое может произойти с инфицированными COVID-19? Но я бы хотел отметить, что единственное общее, что имеет коронавирус и вирус иммунодефицита человека, что данное заболевание возникает ввиду проникновения в организм вируса, который вызывает те или иные патологические состояния. Действительно, вот Габриела вначале отметила, что почему вот 1 декабря отмечается как Международный день по борьбе со СПИД. Изначально, действительно, при ВИЧ-инфекции была аналогичная ситуация, и практически никто не мог точно ответить, какими путями происходит заражение. И в этом плане после определенных научных исследований, определенного опыта, изучения состояния пациентов, их круга общения, были выявлены пути. Основные это 3 направления. Это употребление инъекционных наркотиков через зараженную кровь наркопотребителей, это беспорядочные половые связи и это передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. И в чем отличие от коронавируса и ВИЧ-инфекции? В том, что у них совершенно разные пути передачи. И коронавирус, он до сих пор изучается. Известны основные пути передачи. Это контактно-бытовой, это воздушно-капельные пути передачи. ВИЧ-инфекция, она представлена только 3 путями передачи, изучена довольно хорошо. И в этом плане, я думаю, что дальнейшие меры профилактики и пути передачи по коронавирусной инфекции, они будут совершенствоваться и будут совершенствованы также меры профилактики и вырабатываться поведенческие аспекты для того, чтобы люди не болели этим заболеванием. Жұмабек Елтекұлы, қосарыңыз бар ма? Осы сұраққа байланысты. Енді бұларда, конечно, жаңа өзі менің алдымдағы спикер жауап беріп кетті. Бұл ауруды енді бұлай қазір салыстыруға келмейді. Өйткені бұл вирус біздің ортада, зоонозды инфекция болғаннан кейін біздің ортада айналыста жүрген. Мен COVID-19 туралы айтып отырмын. COVID-19 үнемі айналыста жүрген нәрсе. Ол біздің, ол және адамдардың мына өзінің күнделікті жүріп тұрысына тікелей байланысты емес. Мысалға, біреудің қолынан немесе бір арнайы біле тұра жасалған нәрседен емес. СПИДті жұқтыруды қарап отырсаңыз, адам өзі содан хабардар болмағандықтан ғана өзінің хабардар болмағандықтан ғана сол СПИДті жұқтырып алуға өзін-өзі жағдай жасап отыр. Мына COVID-19 нәрсе бұл ауа, воздушный масса арқылы, ауа тыныс жұғу органдары арқылы жұққандықтан, бұның жұғу барысы және бұған қарсы жүргізілетін профилактикалық жұмыстар да үлкен айырмашылықтар бар. Және бір артықшылығы, енді СПИДке да бұл жұмыстар жүріп жатыр. Негізгі профилактикалық жұмыс COVID-19-да мына біз оған қарсы жасалып жатқан мынау вакцинация. Вакцинаға байланысты бар. Егер вакцинацияны біз толық
аяғына дейін аяқтап халықты қамтамасыз ететін болсақ, бұл аурудан толық адамдарды құтқара алуға мүмкіндік бар. Жауабыңызға рахмет. Второй вопрос Татьяны. Сегодня из-за коронавируса есть две крайности. Одни люди полностью игнорируют опасность, другие боятся приближаться к людям. Где золотая середина? Золотая середина, она уже рекомендована как на международном уровне Всемирной организации здравоохранения, так и Министерством здравоохранения. По коронавирусной инфекции это вопросы соблюдения дистанции и масочный режим. Эти вот два основных направления, которые нужно в первую очередь соблюдать до того, как будет внедрена вакцинация массовая. Спасибо. Келесі сұрақ. Жит аурумен ауырған адамдар қайда тексеріледі? Енді жалпы айтып кеттік, бұл аурумен күмән болған жағдайда, жалпы немесе профилактикалық жағдайда да өзінің профилактикалық денсаулығын тексеру мақсатында өзінің тұрғылықты жеріндегі медициналық мекеме, поликлиникаларға, болмаса мына СПИД орталықтар бар, әрбір облыс орталықтарында сол лабораторияда тест тапсыру арқылы тексеріле алады. Жұмабек Елтекұлы, жит аурумен ауыратын адамдармен үнемі қарым-қатынаста болатын адамдар ауырмау үшін қандай алдын алу шаралары жүргізіледі? Жаңа мен енді бұл айтылып кетсе де қайталауға артықшылығы жоқ деп ойлаймыз. Өйткені бұның беру жолдары тексеріліп, уже адамдардың бәріне де ақпараттар жеткізілген. Бұлардың жаңағы негізгі жұғу көздері, ол жаңағы ауру адам болып есептеледі. Оны жаңағы жүріс-тұрысында жаңағы тәртіпсіз жыныстық қатынас немесе қан құю арқылы сол адамнан, ауырған адамнан болмаса, жаңағы наркомандар дейміз ғой, наркомандардың ортақ шприцтерді байлану арқылы негізгі көздері, енді анадан балаға беру деген бар, бірақ өте аз мөлшерде. Осы ауру көздері болып табылады. Бұлардың енді алдын алудың профилактикасы белгілі, ол осы адамдармен жұмыс істеу, ақпараттандыру. Жалпы сол адамдармен бірге тұратын адамдарда біз тақырыбымызда да айтып кеттік, ол мына тұрмыстық жағдайда берілмейді. Ортақ сүлгінің болуы, немесе бір үйде тұру арқылы, немесе қатынаста болу, құшақтасу, сөйлесу, даже сүйісу да арқылы бұл ауру берілмейді. Сондықтан қорықпай, жатсынбай, ол адамды шеткерлемей, наоборот, бірге тұрып, жағдай өзіндей, ол адамның өзіндей ортада сезінуіне бір жағдай жасауымыз керек. Сол арқылы ол адамның мына ортада бейімделіп кетуіне, белсенді өмір сүруіне, және әрмен қарай өзінің емін алып, әрмен қарай өмірін толық жалғастыра беруіне мүмкіндік бар. Қазіргі медицинаның дамуы оған мүмкіндік береді. Рахмет. Хочу напомнить, что сегодняшняя тема нашей пресс-конференции – это Всемирный день борьбы со СПИД. Поэтому хочу спросить резюмирующий вопрос. Почему выбрали именно 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИД? Расскажите, пожалуйста, более подробнее. Если идти в историю этого дня, то действительно, вот Габриэла отметила, что начальный период развития ВИЧ-инфекции и пандемии ВИЧ, она вызвала очень много вопросов касательно информационного сопровождения. И два сотрудника Глобального центра по борьбе с ВИЧ при Всемирной организации здравоохранения в 1987 году придумали сценарий по проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом. Но тогда дата еще была не определена. Они заложили в этот сценарий именно информационно-познавательный именно месседж в плане того, чтобы этот день, во-первых, был не локальным мероприятием, а был днем глобального масштаба. И были разработаны рекомендации, как проводить этот день, как преподносить различную информацию. И в тот период как раз вот и были вопросы, связанные по путям передачи ВИЧ-инфекции. Не зря его называли чумой 20 века. Он внес в себе диагноз, внес в себе сразу и
вопрос гибели этого человека. Никто не знал точных путей передачи. Вот этот сценарий был разработан в 1987 году, и в 1988 году он был предложен для обсуждения Всемирной организации здравоохранения. И руководитель глобальной программы по борьбе с ВИЧ именно выбрал эту дату в связи с тем, что до рождественских каникул и образуется информационный вакуум, потому что все люди ждут именно новогодних праздников, и как раз в тот период проходили выборы президента, и образовался информационный вакуум. И они предложили именно в этот день, когда население сидит без каких-либо информационных потоков, чтобы этот день как бы показал всю значимость этой проблемы по ВИЧ-инфекции. В 1996 году создало специальное подразделение Организации Объединенных Наций, ЮНЕЦ, которое непосредственно координирует по миру вопросы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением ВИЧ. И эту инициативу они поддержали дальше. И можно сказать, вот с 1988 года этот день практически по всему миру несет именно тот информационно-познавательный материал касательно ВИЧ-инфекции. И вклад этого дня, он глобальный в плане того, что через именно вот эти мероприятия, когда врачи, когда неправительственные организации, когда пациенты доносят до общества всю информацию о ВИЧ-инфекции, о текущем состоянии, о проблемных вопросах, и в частности о стигматизации и дискриминации в отношении, скажем, отдельных моментов. Вот эти вот все вещи, они сильно продвинулись вперед, и именно в эти дни очень большая часть населения земного шара получает основные информационные потоки и знания в отношении того же АРТ-терапии, тех же вопросов касательно диагностики, тех же вопросов касательно беременности ВИЧ-инфицированных, тех же вопросов лечения и сопровождения детей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, те же вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ-инфекции в ключевых группах, среди наркопотребителей, среди других ключевых групп, которые именно наиболее подвержены инфицированию данной инфекции. Спасибо. Құрметті қонақтар, алаңымызға келіп ақпарат бергендеріңіз үшін алғыс айтамын. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатымызды тамамдаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.